11 декабря президент России Владимир Путин в очередной раз заявил о выводе российских войск с территории Сирии. За 2 с небольшим года вооруженные силы России вместе с сирийской армией разгромили наиболее боеспособную группировку международных террористов. В этой связи мною принято решение. Значительная часть российского воинского контингента, находящегося в Сирийской Арабской Республике, возвращается домой, в Россию. А это уже Турция, которая непосредственно граничит с Сирией и которая тоже вела войну с той международной террористической организацией, о которой говорил российский президент. Я нахожусь здесь в ожидании разрешения турецких властей пересечь эту границу. Ну и вот пока я жду, когда турецкие власти решат, давать мне разрешение перейти границу Сирии или нет, я нахожусь на границе. Это опять-таки город Килис. И вот отсюда, с этой точки, виден лагерь для временно перемещенных лиц. Вон там, внутри Сирии. Там находится до 30 тысяч человек. Килис – приграничный с Сирией город. Основан он сравнительно недавно, в 1994 году. И до начала войны в Сирии ничего особого не представлял. Однако, когда в марте 2011 года в Сирии началась сначала революция, а потом гражданская война, этот город стал первым приемным пунктом для сирийских беженцев. До прошлого года ту часть границы Сирии контролировал так называемый ИГИЛ. Это террористическая организация, которая до недавнего времени воевала в Ираке и в Сирии. Только за 1 год Килис обстреливали ракетами больше 70 раз. Здесь погибли 21 человек, в том числе и дети. Эти нападения заставили турецкие власти взять ситуацию под контроль и начать операцию «Щит Ефрата» в августе прошлого года. Турецкие войска вошли на территорию Северной Сирии и вместе с отрядами свободной сирийской армии освободили от ИГИЛа прилегающие к турецкой границе сирийские земли. В этом здании располагается штаб оппозиционного режима Башара аль-Асада батальона «Султан Мурад». «Султан Мурад» в основном состоит из сирийских этнических туркменов. Некоторую часть их земель захватил ИГИЛ, и этот батальон сыграл большую роль в их освобождении. Кто такие туркоманы из Сирии? У нас живет в Сирии где-то 2 миллиона туркмен, которые из Алеппо, город Алеппо, и Латакия живет, и Хомс, и Дамаскус живут. Все туркмены против Асада. Мы себя считаем свободные народы тоже. А поэтому мы не молчали за этого. Воевали напротив Асада. До войны семья Хусейна, а их 8 братьев, занимались бизнесом. Сам Хусейн жил в Москве 4 года, торговал в России обувью. Когда начались боевые действия, брат Хусейна Фахимиса организовал отряд самообороны «Султан Мурад». Сначала воевали против армии Асада, а потом открылись еще 2 фронта – против ИГИЛа и против военизированных курдских формирований. И мы воевали нашими простыми оружиями. И освободили многие зоны. Бог помогает нас, альхамдулиллах. Потом начала «Щит Ефрата». Мы освободили тоже много земли. Больше процента от Даиша, немножко от ПКК и еще от Асада. И мы уважаем русские мирные люди. Россия, мы раньше считали, наша вторая любимая сторона. Российские власти помогали это диктатора. Безумный, Асада безумный. 40 лет он и его отец украли наше богатство в мире. Наша страна, они украли нас. Целых 40 лет держали наша любимая Сирия под железными руками. Земля только остается на хозяин. Мы хозяин этой земли. Никому не отдадим. Если скажешь, мы не устали от этой войны, мы устали. Эта война не остается, пока Асада есть.
Ну а пока я разговаривала с Хусейном, в одном из кабинетов шла сортировка гуманитарной помощи для беженцев. И вот они показывают сейчас одежду, которую для них предоставила фирма Вакики. Вот эта вся одежда для детей. Вот расписано прям 12 лет девочки Надежда. По пакетам прям расписано. А вот это вот очень интересно, значит, они собирают лекарства для отправки в Сирию. Но схема такая, что, например, когда выписывает врач какие-то антибиотики или что-то, люди не допивают, и они обращаются к людям, то есть это организация говорит, пожалуйста, не выбрасывайте, потому что мы это соберем и все отправим в Сирию. И оказывается, за 5 лет они уже таких лекарств набрали и отправили на сумму около $3 миллионов. Bundan kaç tane? Bak kaç tane içmiş? Kutu dolu. Bakın bu dolu. Daha mesela 1, 2, 3 tane içmiş. Ну а сейчас вечером мы встретились с Хусейном для того, чтобы пойти посмотреть те семьи, которым они оказывают помощь. Помощь им оказываем мы. К нам приходят люди, говорят, хотим помочь сиротам. Мы эту помощь сюда приносим. Вот эти все дети, они сироты. Их отец погиб в сражениях, в боях против так называемого ИГИЛа в Сирии. Все они сейчас находятся в Турции. 5 детей. А вот эта маленькая девочка родилась уже после того, как умер. И отец, она папу своего даже не видел. Много семей, которые в тяжелом состоянии. Но этой семье особенно тяжело. В этой семье никто не работает. Например, есть семьи, где дети подрабатывают, а эти еще совсем маленькие. Вот в таких условиях, в принципе, живет большинство сирийских беженцев, если они находятся в лагерях. Одна дверь, дальше уже двери нет. Маленький проход и одна комната, в которой ютятся все члены семьи. То есть это вот эти малыши, которые остались без отца. Ну и мама, бабушка и дедушка. Мы продолжаем наше путешествие по турецко-сирийской границе, все еще не теряя надежду ее перейти. И по дороге мы видим вот этот конвой, длинную вереницу грузовиков, которые ожидают разрешения проехать в Сирию. Тоже ожидают, как и мы. На самом деле все эти товары – это продовольственные товары. Мука, сахар, рис, а также цемент, кирпичи, бетон. Это все идет из Турции в Сирию. В основном для реконструкции тех районов, которые уже были освобождены турецкой армией и силой сирийской оппозиции от боевиков так называемого ИГИЛа. Из приграничного города Килис мы едем в другой приграничный город Рейханло, или Рейхане, как говорят по-арабски. По всей трассе расположены военные. Только что мы видели конвой военных машин, который ехал отсюда, как мне сказали, на территорию Сирии. И тут в доме одного из сирийских командиров меня познакомили с бывшим боевиком ИГИЛа. 27-летний выходец из Туниса находится под арестом. В результате авиаударов он потерял обе ноги. Я воевал в Ираке и Сирии. Я поехал навестить друга в соседнюю страну. Он мне предложил съездить в Сирию, посмотреть, что там происходит, и денег отвезти. Мне, честно говоря, и самому было интересно посмотреть, что и как. Когда мы приехали, у нас отобрали паспорта, телефоны и сказали, что мы не можем уехать и должны воевать. Они были непреклонны. По словам моего собеседника, до ИГИЛа он занимался торговлей топливом у себя в Тунисе и был далек от религии. Структура такая. В верхушке пирамиды стоит амир или главнокомандующий. За ним следует военная разведка ИГИЛа. Командирам разведки платят больше всех. У них самое лучшее оружие. Они элита. После них идут командиры армии. Это третья ступень.
Потом простые солдаты, которые воюют. После них идет полиция нравов, которая смотрит за соблюдением исламских порядков среди населения. Сначала нам платили $100, потом, когда начались экономические проблемы, нам стали платить $50. Ему удалось сбежать. После бомбежки он потерял обе ноги, и его отправили лечиться в провинцию Идлиб. Там он сговорился с товарищем, они нашли телефон командира свободной сирийской армии и сдались. Первые 6-7 месяцев моя семья не знала, где я нахожусь. Потом я позвонил маме и сказал, что я в Сирии. Она стала плакать и просить, чтобы я вернулся. И я обещал. Ради этого я и делал все, чтобы не погибнуть. Чтобы уйти из этой организации и вернуться живым к своей прошлой нормальной жизни. Я спросил своего собеседника, встречал ли он выходцев из стран СНГ в ИГИЛе. Много. Из Узбекистана, Казахстана, Таджикистана, Азербайджана. Их там много. Но они держатся отдельно. У них свои батальоны, и они не смешиваются с другими. Те, кто из Азербайджана, они очень радикальные, намного больше, чем другие. На освобожденных от ИГИЛа территориях Сирии существуют лагеря, где содержат или сдавшихся в плен, или же задержанных боевиков ИГИЛа и членов их семей. Сейчас нахожусь в доме у одного из офицеров свободной сирийской армии, к сожалению, имя которого я не могу говорить из соображений безопасности, и его подразделение, оно охраняет тот так называемый лагерь, где сидят люди из ИГИЛа, то есть пленные из ИГИЛа. Меня связали по телефону сейчас, я разговаривала, и человек, с которым я говорю, прекрасно говорил по-русски. На каком языке говорить? Узбекче, yoki ruscha? И вы из Восточного Туркестана? Siz узбекче bilasizmi, yo'qmi? А вы по-туркменски говорите? Или по-турецки? А туркче biliyor musunuz? Чувак говорит по-русски, потому что не говорит по-русски. Мне показалось, что это человек из Северного Кавказа, по крайней мере, так слышно было по акценту, потому что если он был бы из Центральной Азии, то он бы понял по-узбекски, что я говорю, особенно если бы он был бы уйгуром. Поговорить с самим командиром, под чьим контролем находится лагерь бывших боевиков ИГИЛа, сдавшихся в плен, не удалось. Он был в Сирии, и поэтому мне пришлось связаться с ним по скайпу. Полковник Муаттаз Рослан до войны был пилотом сирийской правительственной армии. Потом стал на сторону оппозиции. Он командует одним из батальонов к северу от Алеппо. Когда началась операция по освобождению территории от ИГИЛа, мы объявили амнистию всем, кто хочет сдаться. Только одной нашей группе сдались более 200 человек. А сколько человек среди них выходцы из Центральной Азии или Чечни? У нас около 50 человек из Азии. Один из Афганистана, один из Таджикистана, остальные из Дагестана. Мы их разместили в домах, даем им еду, медикаменты, пытаемся изменить их менталитет как можем. Пытаемся объяснить, что такое правильный ислам, а не террористический ислам. Что вы собираетесь делать с этими людьми? Мы готовы отправить их домой, но это долгая процедура. Для этого прежде всего нужно разрешение из стран, гражданами которых они являются. Если есть разрешение, то мы передаем их Турции, и Турция, соответственно, передает их посольствам. Но проблема заключается в том, что их собственные страны не хотят их брать. Денег на содержание пленных командирам никто не выдает. Полковник Руслан говорит, что его солдатам приходится делиться с пленными, среди которых есть женщины и дети, едой, водой и самым необходимым. Наша честь не позволяет нам их выбросить или позволить, чтобы с ними что-то случилось. Поэтому мы их держим, кормим, смотрим за их детьми до тех пор, пока их собственные страны их не заберут или пока международное сообщество не решит, что с ними делать. Дети должны ходить в школу, жить нормальной жизнью. Ведь не все они были в ИГИЛе. Многих затащили туда обманным путем. Надо разбираться в каждом случае, и если вины нет, они должны ехать домой.
За все время нашего пребывания в Турции, а это уже 4-й день, за нами следит турецкая разведка. Одни и те же люди. Вот этот человек ждал нас около нашей гостиницы в городе Газиантеп. Сейчас я сижу в Килисе, в сирийском кафе, и недалеко от нас припарковались именно те люди, которые охраняют нас уже 4-й день. И мы снова едем на границу в надежде ее пройти. Вчера один сирийский командир пишет мне месседж и говорит: Шахида, говорит, а почему ты до сих пор не в Сирии? Я говорю: так мне ж турки разрешения не дали. Он говорит: слушай, я же сириец, я же тебя пригласил. И такая ситуация странная, что да, въехать в Сирию можно только с разрешения турецких властей, а граница закрыта. До приезда в Турцию у меня была предварительная договоренность с турецкими властями о допуске к границе. Но за 2 дня до моего приезда власти Турции через этот КПП стали перебрасывать в Сирию военную технику. Сейчас в Сирии у Турции своя война. Отодвинуть военизированные курдские формирования от своей границы с Сирией, чтобы предотвратить создание сирийского Курдистана. Опасения Турции не безосновательны. В марте прошлого года 2 курдские политические партии, которые оперируют на этих территориях, объявили де-факто курдскую автономию под названием Демократическая Федерация Северной Сирии. Салим Худайфа работает с отрядами свободной сирийской армии по политическим вопросам. Видите эти горы? Вот те деревни – это уже курдские районы. На самом деле мы не можем назвать их курдскими, потому что население там смешанное. Есть арабы, сирийцы, туркоманы. Сейчас они под контролем курдов. Это отряды курдской народной обороны. Но в основном рабочая партия Курдистана. Они называются сирийскими демократическими силами. Но на самом деле ни к Сирии, ни к демократии не имеют отношения. Сирийские демократические силы были созданы в 2015 году по инициативе США. Их главная задача – воевать с ИГИЛом. Несмотря на то, что в состав ЦДС включает в себя сирийских арабов, главный компонент ЦДС – это курдские отряды народной самообороны. Таким образом, вы поддерживаете действия турецкой армии в этих районах? Да, мы поддерживаем действия Турции. Знаете почему? Мы сирийцы. Турция – наш сосед. Любая нестабильность на границе повлияет на нас и на Турцию. И вот мы снова на пути в Рейханлы. Вот я и в Рейханлы. А вот там граница с Сирией. Вот четко видна стена, которую недавно отстроили турки. За холмом территория, которую контролируется радикальная террористическая организация Джабхат Аль-Нусра, как ее раньше называли, которая ассоциируется с Аль-Каидой. Аль-Нусра контролирует большую часть территории провинции Идлиб, которая граничит с Рейханлы. В Рейханлы сегодня проходит совещание офицера свободной сирийской армии. Туда я и отправилась. Все эти люди – кадровые военные, которые до начала революции в Сирии в 2011 году служили в армии Асада. Они не захотели подчиниться приказу стрелять в мирных протестующих, ушли в оппозицию, создав свободную сирийскую армию. И сегодня командиры обсуждают повышение в звании своего офицерского состава. Генерал Хайсам Аль-Фейси – один из главнокомандующих свободной сирийской армии. Он отвечает за ее персональный состав. Когда мы решили поддержать революцию, мы не ушли из армии. Мы пошли защищать свой народ, который требовал свободы. И когда первые офицеры сирийской правительственной армии стали покидать режим, в своих заявлениях они все говорили: «Мы это делаем, чтобы защитить свой народ». Именно поэтому мы продолжаем бороться, рискуем жизнью и будем продолжать защищать свой народ до смерти.
Уже в течение нескольких лет в Женеве под эгидой ООН идут переговоры по сирийскому регулированию. Отдельно переговоры ведут Россия, Турция и Иран. Я спросила у генерала Аль-Фейси, по каким вопросам сирийская оппозиция не пойдет на компромисс. Асад должен уйти. Как военный человек, как генерал и как гражданин Сирии я скажу, что мы хотим увидеть Сирию свободной, демократической и единой, а не раздробленной на куски. Все политзаключенные должны быть освобождены. Нападения на деревни и города, которые под нашим контролем, должны прекратиться. Блокада таких районов, как Восточная Гута, осажденных режимом, должны прекратиться. Только в случае выполнения этих условий мы готовы сесть и разговаривать. والمحافظة على سوريا كسوريا موحدة. هدول أهدافنا الأساسية وبعد اللي منا ممكن نحكي بأي شيء تاني. Газиантеп – 6-й по размеру город на западе Турции. Известен своей баклавой и орехами. И пока я жду разрешения въехать в Сирию, я сходил на местный рынок. Куплю вскоре килограмм фисташек. Теперь в ожидании аккредитации буду сидеть семечко грызть. А в это время батальон «Султан Мурад» пригласил нас на благотворительную акцию. И у меня появилась возможность пообщаться с детьми-беженцами. Большинство этих детей родились уже тогда, когда в Сирии началась война. Все они беженцы. Их статус не определен, и когда они вернутся домой, никто не знает. А по ту сторону границы остались дети тех людей, которые приехали из других стран воевать непонятно за что. И они тоже не могут вернуться домой. Переговоры продолжаются уже 6-й год. Дети растут, а война все не заканчивается.